Наступили уже зимние холода, на улице минус 30, а я нахожусь там, где плюс 22. А именно в тепличном комплексе Саюри, где растут якутские огурцы по японским технологиям. Нравится нашим людям говорить: якут траву не ест. Да, якут ест мясо, но всегда закусывает огурцом. Так и что же из себя представляют японские технологии на якутской земле? А как раз-таки самое интересное, земли-то ни якутской, никакой другой тут нет. Растения всходят на минеральной вате, на агрономическом базальте, благодаря чему исключается образование болезнетворных бактерий, которые очень любят почву. Соответственно, нет необходимости применять против них ядовитые химикаты. Созданы все условия для отличного самочувствия овощей даже в самые сильные морозы. В теплице используется уникальная трехслойная пленка, которая пропускает свет круче всякого стекла. Установлена гидропонная система орошения. Все системы микроклимата автоматические и управляются через компьютер. При этом специалисты не привязаны к компьютеру. Они могут следить за теплицей дистанционно, управлять температурой, влажностью и всеми другими необходимыми агрономическими манипуляциями с помощью приложения в телефоне. Хорошо, наверное, тут работать. Лето круглый год. Причем не такое знойное, привычно тепличное, где под градом и руки в земле. Не жизнь, а малина. Ощущение, будто я села в машину времени и оказалась в прекрасном будущем. В недалеком прекрасном будущем. Кстати говоря, специалисты экспериментальной теплицы Саюри все молодые, выпускники легендарной Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве. Они отучились также и в Японии, чтобы выполнить важную миссию для развития своей республики. Про них впоследствии, спустя годы, будут говорить. Они стояли у истоков агрономической революции в Якутии. Любой грандиозный проект сначала является чьей-то смелой идеей. Японцы, как известно, народ щепетильный. Прежде чем включиться в проект, они тщательно изучили возможность благоприятного результата, который меньше чем за год был реализован на практике. Инвесторами проекта выступили Алмаз-Эргенбанк и Hokkaido Corporation. Задумано, сказано, сделано. Первая теплица в селе Сырдах, близ города Якутска, дала первый урожай в декабре прошлого года. Проектом занимается компания «Саюри», которая является резидентом территории опережающего развития индустриальный парк Кангалассы. До этого в Якутии никто не строил подобные теплицы. На данном этапе специалисты наблюдают, как работает вся эта японская система, как функционирует многослойная пленка, как фундамент себя проявляет, исследуют, сколько можно получить урожая от определенного сорта, какие из них более эффективны и устойчивы в наших условиях, оценивают зависимость урожая от освещения. Пока работает теплица первой очереди в рамках эксперимента, объемы не такие большие, соответственно, цены чуть дороже. Но это временное явление. В настоящее время идет строительство второй очереди комплекса, которое должно завершиться в 2018 году.
В последующем, когда запустится весь комплекс, тут будут выращиваться именно те сорта овощей и зелени, которые сейчас испытываются в качестве эксперимента. И уже в промышленных объемах цены будут гораздо доступнее привозных. Но даже не в этом главная фишка сырдавских овощей, а в том, что они экологически чистые, свежие, по качеству уж точно превосходят китайскую продукцию. Например, год назад тут испытывали 3 сорта помидоров. И, как показали лабораторные анализы, содержание нитратов в них было гораздо ниже, чем в китайских. Кстати, о сырдавских помидорах. Эксперимент прошел удачно. Мы провели сортоиспытания, отработали технологии, сделали для себя какие-то выводы, определились сортом, и работы завершились уже в июле 2017 года. Потом мы в августе посадили первую рассаду огурцов, и 27 сентября получили первые огурцы. Также тут у нас проходят сортоиспытания. Следующий цикл выращивания огурцов, он составляет 4 месяца, будет высажен другой сорт. На томатах мы высадили сразу 3 сорта в одном месте. Сейчас мы решили, что лучше будет сделать 1 сорт на всю теплицу. И мы выберем, какой из них будет лучше, уже высаживать на больших теплицах. Месяц назад первый урожай огурцов поступил в детские сады, а также на прилавки магазинов города Якутска. Илинангер, Боярков, Елка, Каспер. Разумеется, перед тем, как дать добро на поставку нашим детишкам этого классического овоща, Роспотребнадзор его проверил вдоль и поперек. И такие анализы делаются каждый месяц. На днях я вернулся из командировки, ездил в город Саппоро, Японию, посмотрел их теплицы, как они работают, сколько человек работает, как их обслуживают, что они выращивают. Поездка очень важная, большой опыт по выращиванию томатов, огурцов, зелени, салатов. И самое главное, подход к работе японских агрономов. Сама теплица на высоком уровне, очень чисто, начиная с прилегающей территории и внутри теплицы, все на самом современном уровне. У нас российско-японская теплица, то стремится тоже также облагородить нашу территорию теплицы, выращивать сорта, которые выращиваются с нашей японские коллеги. Сорта томатов черри, это сорт господин Осака, очень вкусный сорт, сладкий, из которого делается томатный джем, томатный сок очень хорошего качества. Опыт японских коллег важен тем, что еще все выращивается, не применяя никаких гербицидов и пестицидов, что как бы и мы сами вот здесь в нашей теплице тоже делаем. Новые сорта огурцов, томатов и салатной линии. Фрилис, уже как бы сорт, сам айсберг, салатный сорт, он уже устарел. И мы должны как бы перенять у наших японских коллег и выращивать свои такие новые сорта для наших покупателей. Скажите, а как покупатель узнает, что это сырдахские огурцы, а не какие-то привозные, которые подсунули? Наши огурцы, они от привозных отличаются свежестью и цветом. У нас они более темно-зеленые. Обычно привозные огурцы, они более светлые и более мягкие, потому что они долго лежат.
Килограмм огурцов китайского происхождения стоит в городе Якутске 250 рублей. Да, разница есть. И те, кто предпочитает принципиально сырдахские огурцы, в один голос твердят, они вкуснее, потому что свежие, наши. А для тех, кто привык считать деньги, есть возможность приобрести огурцы по оптовой цене, всего за 250 рублей. Многие практичные хозяева, заботящиеся о своем здоровье, так и делают. Кто проездом заезжает в Саюри, а кто и специально приезжает. Правильные огурцы стоят потраченного времени, ведь здоровье в любом случае дороже. Ежедневно мы получаем от 130 до 170 килограмм. Действительно, сырдахские огурцы полюбились покупателям. Например, в магазин Илинангер ежедневно к обеду поступает от Саюри до 100 килограммов огурцов, сорванных утром того же дня. И к закрытию магазина вся партия сметается с полок. Но завтра будет новый день. Завтра будут новые огурцы от Саюри. А теперь о самом главном. Человек, который завтра после обеда, не до обеда, а после обеда подойдет в магазин Илин-Энгер по проспекту Ленина, 25 и скажет кодовые слова администратору «Саюри, самые лучшие огурцы», получит, догадайтесь, что? Эти самые огурцы в подарок.